Сообщение о задержании депутата, который якобы с помощью криминалитета готовил массовые беспорядки и госпереворот, разумеется, наделало немало шума в социальных сетях. К сообщению была приложена аудио-видеозапись, и теперь все ее обсуждают и гадают, кто проводил эту съемку. Эки нерсени чогала кетип атышат. Биринчиден голоско дочат, анан кийин экинчиден жанагы балдарга дагы берип бошолот да камагыла таптаган. Бияк бул беласа бияк дадыт да. Булар ошол ушундай ачылып атышат да. Из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществлял подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента Кыргызстана под предлогом фальсификации итогов голосования. Бывший министр внутренних дел, который в свое время получил прозвище «комиссар Катани» за свою бескомпромиссную борьбу с оргпреступностью, Омирбек Суваналиев считает, что запись является явной провокацией. Во-первых, в той части видео, где члены ОПГ обсуждают действия депутата, по словам Суваналиева, участники разговора уж очень подозрительно вежливо, не используя, как правило, бандитский стиль речи, ведут свой диалог, и один из них задает наводящие вопросы, буквально вытягивая у собеседника слова «беспорядки» и «переворот». Я просто знаю этих криминалитетов, так, что и их уровень образованности. Они на таком уровне друг другу вопрос никогда не задают, так как они разговаривают по фене. Все члены ОПГ играют против Исаева. Их ГКМБ направляет на задержание. При этом его оборудуют очень, это дорогостоящее оборудование, записи, вот эти негласные записи. Вот. И они, члены ОПГ, этим они заряжают, как говорится, опера. Понимаете? И пускают, несколько раз они записывали. Но как юрист с многолетним практикой скажу, это бесперспективное дело. Обвинение Ханата Исаева в госперевороте, потому что нету ни в одном записи, так, нету слова вообще госпереворот. Там идет обычный разговор, что надо хороших ребят привлечь для агитации, голоса. Но закадровые это полностью начинает это все педалировать ситуацию. Что касается видеозаписи, в которой человек, очень похожий на депутата Ханата Исаева, встречается с какими-то людьми в кафе, а также якобы в штабе, где он передает неизвестному лицу деньги, по словам генерала, ничего не доказывает. Во-первых, там не было ни слова про беспорядки или госпереворот, а во-вторых, снимает все это как раз человек, получивший деньги. И то, что последний якобы является представителем криминальных структур, явно незаметно. Во-вторых, деньги Исаев мог передавать на любые законные цели, например, на предвыборную агитацию в регионах и так далее. И вот это называется самое неумелое проведение документирования каких-то действий. Понимаете, это все очень плохо, на очень плохом уровне задокументировано. И сразу любой специалист, даже не специалист, любой объективный гражданин Кыргызстана скажет, что это все, понимаете, смонтировано, это все игра в одни ворота и использование криминалитета. И даже видно, что как вытягивает слово госпереворот, как вытягивает слово революция, понимаете? Вот. И когда даже деньги в руки берет, он вот эту сумму, так, купюру, показывает, понимаешь, на запись играет. Это все о чем говорит? Это шоу. Понимаете, это криминальное шоу. Кем является снимавший это сомнительное видео, конечно, большой вопрос. Им задается и бывший оперативник спецслужб Махсат Мамытканов. По его словам, опубликованное видео, якобы компрометирующее задержанного накануне депутата, еще ни о чем не говорит. Вопросов больше, чем ответов. Вот эта видеозапись, которую распространили, она не отвечает на самые главные вопросы юрисдикции. Насколько эта запись была санкционирована, насколько это было мероприятие оперативного характера. Может быть, это просто реально чья-то кинорежиссура. Поэтому вопросов очень много. Теперь все зависит от следствия. Потому что оперативная часть сделана. Теперь все зависит от следственной части, юридической части.
насколько грамотно все это будет доведено до логического конца, и общество должно получить ответы. Вообще, скрытая видеозапись сама по себе, если она не санкционирована судом, она не может являться доказательством. Юридически она так. Если это было санкционировано, и оперативниками соответствующие санкции это все было организовано, потому что по нашему законодательству скрытая видеосъемка и применение спецсредств карается законом. И насколько законно были использованы эти спецсредства, вот с этого надо и начинать, с самого начала. За 2 недели до дня голосования такой поворот событий не ожидал никто. Общественный деятель Эдиль Байсалов уверен, что вся эта шумиха с задержанием депутата, который открыто поддерживает оппозиционного кандидата в президенты, говорит о том, что оппоненты готовы уже на все, вплоть до того, чтобы привлечь представителей криминала в свою грязную борьбу. Почему эти видео до сих пор не переведены на русский язык? Вот обычно наши спецслужбы все это переводят, она субтитрирует, субтитры ставят. Это специально. Потому что на русский язык это невозможно перевести, там ничего нету. Я ОПГ, значит, подкупаю. Так где самое это ОПГ? Где это ОПГ? Вот я тоже вижу, посадите этих ОПГшников. Я вижу только одного человека, который носит эту камеру, задает провоцирующие вопросы. Понятно, что камеру такую вы в магазине не купите, и даже в интернете ее нету. Это только спецслужбы этим занимаются. Это откровенная провокация. О том, чтобы вот буквально он там наговаривает, и сейчас это, ну давайте этого, хотя бы этого человека назовите. Посадите тех людей, которых вот он дадут показания. Нет уже, об этом же нет уже. Теперь, конечно, свое слово должно сказать следствие, в том числе ответить и на вопросы, которые пока остаются без ответов. Какую роль в этой истории исполняли члены криминальных группировок, если, конечно, они были? Манас Ачгитов, Азиз Эрмеков. Итоги недели. НТС.